Жителям новостройки на Ленина 62 в Якутске приходится жить в квартирах с минусовой температурой. С наступлением холодов Новоселов ожидал неприятный сюрприз. Квартиры продувало со всех стен и полов. Даже после запуска отопления в помещениях теплее не стало. А на днях и вовсе произошел сбой в подаче тепла. В чем причина низких температур в доме, выясняла Саргалана Захарова. Многодетная мама Надежда не может сдержать слез. Квартира, которая должна была стать уютным и теплым семейным гнездышком, стала причиной постоянных болезней детей, а теперь и вынужденного временного расставания с ними. Дети маленькие, 5 лет, 3 года и 1 год. Болели мы, я не могу даже посчитать, сколько раз в этом году болели. Вчера отключила котельное отопление, мне пришлось детей отвезти к бабушке. Все, слов нет. Проблемы начались с первыми морозами. Из-за холодных полов жильцам в квартире приходилось ходить в унтах. Стены покрылись снежной кромкой, а элементарный прием ванны превратился в испытание. Причину объясняют неправильным проектированием теплоснабжения. Сегодня тепло подают, грубо говоря, по одной трубе на все этажи с 4-го подъезда до 1-го. Однако для такой высотки необходима двухконтурная система отопления, которая предполагает теплообменники в каждом подъезде. Несмотря на то, что батареи в доме теплые, можно сказать, даже горячие, в некоторых уголках квартиры температура может опускаться до минус 15. Людям приходится согреваться электрическими приборами, обогревателями и вот такими каминами. Причину этой проблемы мы увидели уже в подъезде. Вот эта вот плита с той стороны, она работает полом в квартире в третьей, в которой мы были. Вот вы видите, она никак не утеплена. То есть вот это вот горячие трубы подачи воды. Единственный, так сказать, метод утепления, способ утепления. Недочеты в проекте дома признал и представитель компании-застройщика, лично убедившись в существовании проблемы. Он пообещал немедленно начать разбираться в ситуации. Совершенно неправильно, непрофессионально спроектированной по отоплению, по водоснабжению, по всему. Сейчас я приеду на завод, вот эту тему поднимаю, потому что я уже понял. Однако о конкретных действиях, которые могли бы помочь жильцам, мы так и не услышали. Единственное, до декабря этого года строители обязуются установить в каждом подъезде дополнительные насосы. Они будут гарантировать беспрерывную подачу тепла в квартиры. Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.